Александра, вот мы сейчас с паном Александром Коваленко как раз обсуждали вероятность встречи Путина и Зеленского в России, там в Кремле даже рассказали о подготовке такой встречи президентов Украины и России. И место проведения даты встречи пока нет, заявил пресс-секретарь Путина Песков. Я предлагаю вместе послушать его цитату и начать нашу беседу. Такой диалог может касаться только тематики двусторонних отношений. Диалог не может осуществляться, исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались из Киева в Москву. Если мы правильно поняли, президент Украины говорил, что Донбасс нужно обсуждать. Для этого нужна встреча. Это не совсем коррелируется с представлениями президента России о наполнении такой встречи. Можно ли вот с этого заявления сделать вывод, что такой встречи, как минимум в ближайшей перспективе, не будет? Ну, вы знаете, встреча, как правило, на таком уровне, они на таких встречах не договариваются, на таких встречах фиксируют предварительные договоренности. Но это практика такая вот межгосударственных отношений. То есть, если президент с президентом встречается где-то, то, соответственно, уже подготовлены варианты решения, соответственно, уже, как правило, единое решение, есть соглашение и так далее. Пока такой договоренности нет, смысла встречаться нет. Это будет, просто соберутся, поговорят и так далее. То есть вот заявление российской стороны, оно лишний раз подтверждает тот факт, что Россия абсолютно не готова в настоящий момент идти на какие-то компромиссы, на какие-то договоренности и так далее. Собственно, это и видно, потому что происходило возле наших границ последнее время. То есть Россия не видит условий, скажем так, компромиссных условий, которые может предложить Украина, которые может предложить Запад для того, чтобы начать договариваться. То есть пока ближайшее до конца года, как минимум, я не вижу перспективы такой встречи. Тогда чего добился Путин вот с напряжением ситуации?